Они шли как непобедимые. За плечами Калка, впереди легкая добыча. Но здесь их ждали. Ни в поле, ни в лоб. Засады, леса, река. И первый разгром армии, которая не знала поражений. Битва с Волжской Булгарией. Пролог. После Калки. Лето 1223 года. Приазовье. Субэдэй стоит на кургане, смотрит на юг. 4 года в походе. От Монголии через пепел Средней Азии, пустыни Ирана, горы Кавказа, Калка. Русско-половецкое войско разгромлены, князья убиты, половцы бегут за горизонт. Триумф. Но цена высока. Крупный корпус вышел из Монголии годами ранее. К моменту отхода он заметно поредел и износился. Раненые, усталые, кони изношены. Джебе подходит. Старый волк, товарищ Субэдэя со времен Чингисхана. Чингис приказал возвращаться. Поход завершен. Путь долгий, через Волгу, через Булгарию. Булгария богата, торговые города, можно пограбить напоследок. Субэдэй кивает. План прост. Двигаться на северо-восток, вдоль Волги. Взять пару городов, набить вьюки добычей, вернуться героями. Что может пойти не так? Глава 1. Булгария. Лето 1223 года. Беляр. Столица Волжской Булгарии. Гонец врывается к правителю, падает на колени, задыхается. «Монголы после Калки идут на север, к нам!» Совет собирается экстренно. Командиры, беки, муллы, споры, крики. «Встретить в поле! Безумие! Видели, что они сделали? Затвориться в городах! Они возьмут осадой, у них время есть!» Правитель молчит, слушает, затем поднимает руку. Тишина. Монголы непобедимы в открытом поле. Это правда, Калка доказала. Но у них есть слабость. Все смотрят. Какая? Они устали. 4 года в походе. Чужая земля. Не знают местности. А мы дома. Старый бек кивает. Засада? Засада. Заманить, окружить, уничтожить. Как они делают с нами, так и мы с ними. План утвержден. Подготовка идет месяц. Золотаревское городище и район Среднего Поволжья. Небольшой городок на пути отхода. Монголы обязательно пройдут здесь. Место идеальное. Холм. Река огибает с 3 сторон, с 4-й несколько линий валов и рвов. Укрепления мощные, но не непробиваемые. Задача — показаться слабыми, заманить монголов к осаде, втянуть в долгую возню. Затем удар. В лесах вокруг прячутся отряды. Тяжелая конница, лучники, пехота. Ждут. Глава 2. Приманка. Осень 1223 года. Монголы входят на территорию Булгарии. Субэдэй ведет колонну. Десятки тысяч воинов растянулись на километры. Обоз, пленные, скот, награбленное за годы похода. Разведка докладывает. Впереди городок, на холме, укрепленный, небольшой. Субэдэй едет вперед, осматривает издалека. Валы, рвы, несколько линий. На защитников мало видно. На стенах редкие фигуры. Город полупустой. Джебе рядом. Обойти? Субэдэй качает головой. На пути стоит. Торговый узел. Наверняка запасы. Добыча. Возьмем быстро. День-два. Приказ — осадить. Ошибка. Монголы окружают городище. Стандартная процедура, отработанная сотни раз. Лучники выдвигаются, стреляют по валам, прощупывают оборону. Защитники отвечают. Редко, вяло, стрел мало. Или экономят? Субэдэй видит слабость, приказывает штурм. Конные отряды мчатся к валам. Сотни всадников атакуют первый ряд укреплений. Встречают копья, стрелы, камни. Ров глубокий, вал крутой. Атака захлебывается, откатываются. Потери небольшие, но укрепления крепче, чем казались. Вторая попытка, третья. Тот же результат. День проходит. Город держится. Субэдэй раздражен, но не встревожен. Мелкий городишко, сопротивляется. Ничего, возьмем завтра. Ночь. Лагерь монголов вокруг городища. Костры, ужин, отдых. Кони на привязи. Охрана минимальная. Какая опасность? Город окружен. Булгары заперты внутри. Иллюзия. Глава 3. Капкан.
Второй день осады. Монголы готовят штурм. Серьезный. Подтаскивают тараны, лестницы. Закидывают первый ров хворостом, камнями. Защитники на валах стреляют, но вяло. Стрел явно мало. Город истощен? Субэдэй уверен. Сегодня возьмем. Еще один штурм и все. Приказ — атаковать всем корпусом, одновременно с нескольких сторон. Монгольская конница мчится к укреплениям. 1000 всадников. Крики, стук копыт. Затем лес просыпается. Из-за деревьев рев. Боевой клич на тюркском. Булгарская конница вырывается из засады. С запада, с востока, с юга. 3 направления одновременно. Они врезаются в монгольские тылы. Неожиданно, внезапно. Психологический шок. Монголы разворачиваются, пытаются построить оборону. Но поздно. Булгары везде. Городище открывает ворота. Оттуда вылазка. Свежие силы. Те, кто прятался внутри. Удар в спину атакующим. Монголы в клещах. Спереди вылазка. Сзади засада. С флангов конница. Окружение. Субэдэй кричит команды. Пытается организовать отступление. Прорыв. Но войско растянуто. Часть у валов. Часть в лагере. Часть с обозом. Нет единого строя. Булгары рвут монгольские линии. Группами. По отрядам. Уничтожают поодиночке. Рукопашная, жестокая. Монгольские лучники стреляют, но булгары в кольчугах, щиты. Стрелы менее эффективны. Тяжелая кавалерия булгар давит. Копья, сабли, мечи рубят, топчут. Монголы дерутся отчаянно, храбро, но силы тают. Окруженные, без маневра, без пространства для классических тактик. Джебе пытается пробиться к Субэдэю, собрать остатки, организовать прорыв. Его окружают. 5 булгарских всадников. Рубятся. Джебе убивает 2, 3-го ранит, но копье пронзает плечо. Добивают. Легенда, полководец, герой сотен битв. Умирает в грязи, на чужой земле, вдали от родной степи. Дальше зона спора. В одних версиях Джебе погиб в этих событиях, в других умер позже от ран на пути назад. Надежно одно: после этих лет Джебе исчезает из хроник. Глава 4. Бегство. К полудню монгольское войско разваливается. Часть окружена, уничтожается. Медленно, методично. Часть бежит, кто может. Бросают обоз, пленных, раненых, только бы спастись. Субэдэй с горсткой телохранителей прорывается на восток, к Яйку, через леса, болота. Преследование по пятам. Булгары не щадят, добивают. По дороге, во врагах, в реках, везде. Погоня длится дни, неделю. Субэдэй теряет людей одного за другим. Стрелы, засады, измор. К Яйку добирается с несколькими тысячами. По словам ряда источников, уцелела лишь малая часть корпуса. Переправа. Спешная, паническая. Бросают все. Только переплыть, только уйти. На западном берегу булгары стоят, смотрят. Не преследуют дальше. Граница. Цель достигнута. Монголы изгнаны. Глава 5. Урок Субэдэя. Зима 1224 года. Субэдэй возвращается в Монголию. Потрепанный, раненый, с остатками войска. Чингисхан принимает, слушает доклад. Молча, лицо непроницаемо. Субэдэй ждет казни, позора, снятия с должности. Но хан говорит: «Ты выполнил задачу. Разведка завершена. Запад изучен. Слабости найдены. Один провал не отменяет 4 года побед». Субэдэй кланяется. Облегчение, но внутри ярость, стыд, память о разгроме. Урок усвоен, запомнен. Булгары умны, хитры, воюют как монголы. Засады, маневр, терпение. Чтобы их победить, нужна подготовка. Огромная армия, тотальная война. Субэдэй запомнит, вернется, отомстит. Булгары однажды остановили их, заставили отступить. Но степь не прощает поражений. Субэдэй вернулся с другой армией, с другим планом. И в этот раз он пришел не воевать. Он пришел закончить. Месть Субэдэя. Пролог. 13 лет. 1235 год. Беляр, столица Волжской Булгарии. Эмир Ильгам стоит на стенах, смотрит на восток, туда, откуда пришли монголы, туда, откуда они вернутся. 13 лет прошло с той осени, с засады у Золотаревского городища, с триумфа, который прогремел на весь мир. 25 тысяч монголов вошли на булгарскую землю, 4 тысячи ушли, остальные мертвы.
Победа невероятная, но эмир не радуется. Тревога. Монголы не прощают. Никогда. Он готовился. 13 лет. Укрепления, валы, рвы, гарнизоны, запасы зерна, оружие, стрелы. 1229 год. Монголы на Яйке. Разбили пограничников. Ушли. Прощупывают. 1232 год. Осада Беляра. Серьезная попытка. Отбили. Монголы отступили. Опять прощупывают. Но теперь слухи из степей. Новые, тревожные. Курултай в Каракаруме. Все улусы собираются. Эмир знает. Они идут. Теперь всерьез. Каракарум. Столица Монгольской империи. Великий хан Угедей собрал Курултай. Все чингизиды за столом. Все командиры. Карты, планы. Решения. Западный поход. Русь. Европа. Все. Субэдэй выступает. Голос хриплый, твердый. Путь на запад лежит через Булгарию. Без ее уничтожения не пройти. Они знают наши тактики. Они сильны. Они ждут. Молчание за столом. Нужна вся мощь империи. Все улусы. 150 тысяч воинов. Это не рейд. Это тотальная война. Угедей соглашается. Булгария первая. Уничтожить полностью. Затем Русь. Субэдэй смотрит на карту. На точку. Беляр. 13 лет ожидания. 13 лет подготовки. Время мести. Глава 1. Подготовка. Весна 1229 года. Граница Булгарии. Субэдэй возвращается. 10 тысяч. Разведка. Прощупывание. Рядом Кугдай. Опытный командир. Ветеран персидских походов. Цель – сторожевые отряды булгар. Пограничники. Проверить, насколько готовы, насколько сильны. Булгарские форпосты на восточном берегу Яйка. Несколько тысяч воинов. Конница. Лучники. Они видят монголов. Готовятся. Помнят 1223 год. Уверены. Но это не та армия. Атака на рассвете. Монголы не лезут в ловушки. Не идут в узкие места. Открытая степь. Классическое сражение. Конница против конницы. Притворное отступление. Булгары преследуют. Разрывают строй. Монголы разворачиваются. Удар с флангов. Клещи. Знакомая тактика. Отработанная. Смертоносная. Булгарские пограничники разбиты. За день. Потери тяжелые. 1000 убитых. Больше пленных. Субэдэй не идет дальше. Не углубляется. Разведка закончена. Цель достигнута. Приказ – отступать. На восток. За Яйк. Булгары торжествуют. Отбили. Опять. Монголы бегут. Иллюзия. Субэдэй возвращается в степи. Докладывает Угедею. Булгары сильны. Нужна большая армия. Осадные машины. Время. Хан кивает. Готовьтесь. Глава 2. Вторжение. Горизонт темнеет, пыль столбом до неба. Армия идет. Не 20 тысяч, не 30. Вся мощь Монгольской империи. Все улусы, все чингизиды. Батый, Гуюк, Мунке, Кадан, Бури, Орда, Шибан. За ними обоз, осадные машины, китайские инженеры, пленные мастера, тараны, камнеметы. Все, что нужно для штурма городов. Переправа через Яик. Организованная, методичная. Понтонные мосты. За 3 дня вся армия на западном берегу. Булгарская разведка видит, доносит в Беляр. Эмир Ильгам получает весть. Цифры, масштаб, молчание. Долгое. Он понимал, что вернутся, но не ожидал такого. Приказ. Всеобщая мобилизация. Все способные держать оружие – в войско. Женщины и дети – в крепости. Запасы – в города. Сжечь все на пути врага. Не оставить фуража. Не дать корма коням. Тактика выжженной земли. Монголы движутся медленно, не спешат. Система отработана. Передовые отряды зачищают округу. Деревни, аулы, сопротивление, уничтожение. Сдача, пощада. Большинство сдается. Страх, слухи, армия огромная. Бессмысленно сопротивляться. Но некоторые нет. Укрепляются, защищаются. Их берут штурмом. Быстро, беспощадно. Примеры. Запугивание. К концу октября монголы у стен Беляра. Город окружен. Кольцо плотное, полное. Никто не выйдет, никто не войдет. Эмир Ильгам на стенах. Смотрит вниз. Видит море шатров. Костры. Тысячи. Десятки тысяч. Рядом командиры. Беки. Воины. «Сколько их?» – спрашивает один. «Слишком много, чтобы считать», – отвечает эмир. Молчание. Все понимают, это конец. Но никто не говорит вслух. «Сколько продержимся?» «Сколько сможем? Может, до весны. Запасы есть, стены крепки». Но не договаривает.
Ноябрь 1236 года. Начало осады. Монголы не спешат. Время работает на них. Зима близко. Булгары заперты. Подкрепления не придут. Первый этап – блокада. Полная изоляция. Перекрыть все пути. Вылазки пресечь. Второй этап – бомбардировка. Осадные машины подтягивают. Десятки. Камнеметы. Гигантские. Китайской конструкции. Начинают стрелять. Грохот. Камни летят. Тяжелые. По 300-400 килограммов. Бьют в стены. В башни. В дома за стенами. Разрушения. Пожары. Паника среди жителей. Защитники отвечают. Лучники – арбалетчики. Но дальность недостаточно. Камнеметы вне досягаемости. Монголы методичны. Бомбардируют днем, ночью, без остановки. Неделя – 2. Стены трещат. Участки осыпаются. Башни рушатся. Декабрь. Холод. Снег. Бомбардировка продолжается. Первый штурм. Стены пробиты в нескольких местах. Бреши открыты. Субэдэй дает команду. Штурм. Рассвет. Барабаны, трубы, боевой клич. Монгольская пехота идет на стены. Тысячи. Волны, лестницы, крюки. Штурмовые отряды. Защитники встречают. Копья, мечи, стрелы, камни, кипяток, смола. Рукопашная на валах. Жестокая, кровавая. Монголы лезут через бреши. Забивают телами. Первая волна падает. Вторая лезет по трупам. Третья. Булгары держатся. Отбивают. Сбрасывают вниз. Бой длится весь день. К вечеру монголы откатываются. Потери тяжелые, но не критичные. Субэдэй не расстроен. План работает. Изматывание. У булгар запасы кончаются. Силы тают. Раненых все больше. Второй штурм через 3 дня. Третий через неделю. Каждый раз булгары слабее. Каждый раз монголы ближе к прорыву. Глава 3. Падение Беляра. Город на пределе. Запасы зерна на исходе. Раненых сотни. Некого хоронить. Промерзлая земля. Тела складывают у стен. Эмир Ильгам на башне. Истощенный, измотанный, но не сломленный. Рядом его сын, молодой бек, 20 лет. «Отец, может, сдадимся? Спасем людей?» Эмир качает головой. «Монголы не щадят тех, кто долго сопротивляется. Они не забыли. Сдадимся, всех перебьют. Лучше умереть с мечом в руке». Сын молчит, понимает. Отец прав. Финальный штурм. Конец февраля. Монголы бросают все силы. 4 точки атаки одновременно. С севера, юг, запад, восток. Со всех сторон. Защитникам не хватает людей. Бегают от участка к участку, латают дыры, но везде прорывы. Монголы захватывают вал на северной стороне, закрепляются, расширяют плацдарм. Эмир Ильгам ведет последний резерв. Контратака. Отчаянная. Рукопашная на валу. Его сын рядом. Рубит, кричит, вдохновляет бойцов. Затем стрела. Пронзает горло. Падает. Эмир видит. Крик. Ярость. Бросается к сыну. Поздно. Мертв. Удар копьем. В спину. Эмир падает. Рядом с сыном. Оборона рушится. Монголы вливаются в город. Волной. Неудержимой. Последние защитники бьются на улицах. Дом за домом. Квартал за кварталом. Но силы не равны. Один за другим падают. К вечеру сопротивление сломлено. 3 дня резни. Затем огонь. Город жгут. Дотла. Беляр мертв. Карательная операция завершена. Субэдэй уходит. Готовится к походу на Европу. Булгария мертва. Окончательно. Города – руины. Население истреблено или рассеяно. К 1240-му Волжская Булгария была включена в состав улуса Джучи – Золотой Орды. Государство, которое остановило монголов в 1223 году, больше не существует. Месть Субэдэя свершилась. Полная, беспощадная, окончательная.